В Уфе жители одной из многоэтажек пытаются найти для соседки опекуна. В нашу редакцию обратились люди, которые обеспокоены судьбой пожилой женщины. В прошлом заслуженный врач, она живет в одиночестве. При этом у пенсионерки начались проблемы с памятью и не только. Что делать в такой ситуации, узнавал наш корреспондент. Пенсионерку Химию Сулейманову знает едва ли не каждый житель двора. Большую часть времени женщина проводит на улице. То и дело попросит у прохожих телефон, чтобы позвонить, либо чтобы ее отвели на почту за пенсией. И так десятки раз на дню. Беспокоит. Она же день и ночь звонит. Мы же все отключили уже звонки. Женщина 1938 года рождения, но, несмотря на преклонный возраст, живет одна. Иной раз помощь окажут соседи по подъезду, которые не скрывают. Беспокоит и собственная безопасность. Бабушка, хоть и вроде бы может за собой ухаживать, но такое чувство, что она не может нормально пользоваться электроприборами, газом. Соседи опасаются, что она может устроить пожар и еще что-то. Но проблема не совсем в этом. То есть это беда будет. Проблема в том, что человек полностью одинокий. Всю свою жизнь Химия Сулейманова проработала врачом в 13-й городской больнице. Однако коллеги ее уже давно не навещают. Не заботится о матери и единственный сын, который, к слову, тоже медик. Соседи пытались воззвать к совести мужчины через участкового, но безрезультатно. А последние 3 года у женщины начались проблемы с памятью. Я одна. Кто-то иногда говорит, что это положительное слово пожалея, а некоторые говорят так. 0 внимания. 2-3 человека остались, которые когда работала в поликлинике, они приходили ко мне. А сейчас уже они каждый своим делом занимается. Соседи неоднократно писали жалобы в различные инстанции. По их словам, бабушке необходим либо опекун, либо лечение в специализированном учреждении. В дом старости отправить ее нужно. Ей нужно общение. Спасибо. Сын отказался, все, значит, нужно отправить туда. В большинстве случаев решать судьбу одиноких людей приходится соцслужбам. По словам специалистов, такие ситуации не единичны. Но просто так направить человека в то или иное учреждение можно только с его согласия, либо если удастся доказать, что человек не в состоянии сам принимать решения. Есть медицинская карта, где включены специалисты для прохождения медицинского осмотра, для поступления в стационарное учреждение. В нее включен психиатр. То есть заключение специалистов, врачебной комиссии с участием психиатра. Как раз с этого все и начинается. То есть определяет тип учреждения только психиатр. В случае, если человек нуждается в помощи, но сам этого не понимает, можно позвонить на горячую линию. Бесплатный для граждан 8 800 775 0014. Он у нас работает с 8 до 8, без выходных. В субботу-воскресенье тоже принимаем звонки. Если такая необходимость есть, выезжаем. Звонят они нас... дают информацию о таком человеке, мы выезжаем по адресу. И всегда стараемся только сотрудниками органов опеки. Как правило, человека определяют либо в дом престарелых, либо в психоневрологический интернат. Есть и еще один вариант. В республике действует программа, по которой пенсионера могут усыновить в семью, если у него нет психических отклонений. Не исключено, что судьбу жительницы этого дома придется определять органам опеки. Если, конечно, ее не увидят родственники, которые все же вспомнят о кровных узах. Артур Шамсудинов, Булат Садриев и Айдар Баширов. Новости. Уфа.